Итоговое совещание по работе региональной комиссии, которая занимается продвижением и усовершенствованием семеноводства в нашем регионе, а также сертификацией семеноводства посадочного материала, проходит в Россельхозцентре. К нам обратился руководитель общества с ограниченной ответственностью «Тепличный комплекс Кантышевский» с просьбой провести сертификации посадочного материала, в частности земляники садовой. Мы комиссионно выезжали в данное хозяйство, осмотрели хозяйство, дали оценку фитосанитарного состояния. Мы проанализировали все документы, которые были представлены руководителям данного хозяйства. И сегодня комиссионно мы решили, у нас нет никаких поводов, чтобы отказать сертификации этому заявителю. В нашем регионе это первое хозяйство по ягодной культуре, которое будет сертифицировано. Комиссия уже ознакомилась с работой тепличного комплекса, с условиями выращивания и с работой кадров, которую отметили как профессиональную. Сейчас тепличный комплекс Кантышевский официально может заниматься выращиванием посадочного материала клубники, именно тем, чем они и планировали вывести комбинат как в основную сферу деятельности. Посадочный материал – это очень сложный технологический процесс, и технологии производства, конечно, лидерами в технологии производства посадочного материала являются голландские компании. Нам удалось в прошлом году заключить контракт с голландской компанией Arbeid Extra и создать совместный проект по производству посадочного материала в России на основе по голландским технологиям и под контролем голландских специалистов. При производстве посадочного материала аграрии используют не только голландский маточный материал, но также кассеты и грунт, который привозится из Нидерландов. Процесс производства уже запущен. В прошлом году мы произвели около 450 тысяч кустов клубники. В этом году мы продолжаем уже этот проект. Сейчас мы подготовили уже это отделение, подготовлено под маточник. Соответственно, вот мы как раз видим на фоне это емкости для посадки маточного материала. Кстати, они тоже привезенные, все это с Нидерландов. Ну и в дальнейшем планируем увеличивать мощности, увеличивать объем производства. В общем, если всю теплицу переводить под производство посадочного материала, мы можем с нашей площади производить порядка 1,5 миллиона кустов в год. Тепличный комплекс Кантышевский уже на протяжении 7 лет круглогодично занимается выращиванием клубники. Всего у нас общая площадь 1,1 гектара. Но на сегодняшний день под производство ягоды используется 0,5 гектаров. Уход за культурой особый. Производство в год составляет от 10 до 15 тонн клубники, которая пользуется хорошим спросом в регионах округа. Широкая география. Обычно выбираются пункты с наименьшим ключом доставки. Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Дагестан, ну и, естественно, в республике собственный магазин. На постоянной основе здесь трудится около 20 человек, а на время сбора и посадки ягоды задействуют до 50 сотрудников. Никакой химии тут не используется, правило железное. Для опыления используют шмелей. Ингушская теплица занимает видное место среди тепличных хозяйств страны. Цена в розницу за килограмм составляет 400 рублей. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз 24.